К 140-летию выдающегося представителя ингушского народа Весангирея Ижиевича Джабагиева приурочен круглый стол, прошедший в Национальной библиотеке с участием представителей исторического сообщества и общественности. Ученый, автор нескольких фундаментальных трудов по сельскому хозяйству, внес весомый вклад в развитие и популяризацию науки. Его работы публиковались в западной научной прессе. Выступавшими были затронуты наиболее яркие страницы биографии одного из представителей постреволюционной кавказской иммиграции. Мадина Аздоева присутствовала. В своих выступлениях представители научного сообщества отмечали наиболее яркие события из жизни выдающегося ученого, говорили о его духовном и научном наследии. Это 140-летний его юбилей. В рамках этого юбилея мы пригласили ведущих ученых нашей республики, краеведов, исследователей, которые исследуют творчество, исследуют историческое наследие, если точнее выразиться, этого выдающегося человека. Мы надеемся, что наше сегодняшнее мероприятие будет способствовать дальнейшему изучению наследия этого выдающегося представителя нашего народа. Весангирей Джабагиев родился 3 мая 1882 года в семье царского офицера Ижи Джабагиевича Джабагиева. Многим он известен как выдающийся просветитель, мыслитель и видный общественный и политический деятель. На его счету множество замечательных работ, диапазон которых весьма широк. Научно-популярные очерки, статьи по общественным вопросам, критические материалы. Невозможно найти такую личность, которая бы оставила такое богатое творческое наследие, как Весангирей Джабагиев. В начале его работы касались сельского хозяйства. Вы знаете, они были продемонстрированы здесь у нас. Вот, это и сушка картофеля, это и сельскохозяйственное производство. Известно еще и то, что Весангирей Джабагиев активное участие принимал в комиссии Веселовского. Писатели, историки и краеведы рассказывали о Весангирее Ижиевиче Джабагиеве как о человеке высокого природного интеллекта и большого патриотизма. Он был аграрник, он просветитель, он журналист, ну все и вся, вот как говорится. Он работал в департаменте земледелия царской России. В то время у него было около 250 трудов, статей, очерка написано. Труды были посвящены сельскому хозяйству, как благословит Россию. Вот. Ну, после известных событий, вот, революции совершила. Если бы революция не совершилась в 1917 году, ее ожидала карьера крупным ученым всей России. Здесь же была развернута презентация книжной документальной выставки, приуроченной к 140-летию ученого, одного из ярких представителей постреволюционной кавказской иммиграции, чьи работы публиковались в западной научной прессе. Мадина Аздоева, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.